Республика Коми вновь примет молодежные арктические дельфийские игры уже во второй раз. Впервые они прошли в ноябре прошлого года. Тогда в Сыктывкар съехались 600 участников, юные таланты из разных уголков страны и даже зарубежья. 10 номинаций, 28 комплектов медалей. Наш регион стал победителем в общем зачете наград. Вторые игры пройдут уже на следующей неделе. Чего от них ждать, расскажет Анна Зубарева. Как и в прошлом году, на вторых арктических дельфийских играх будут разыграны 28 комплектов наград. Всего 10 номинаций – фортепиано, скрипка, эстрадное и народное пение, народный танец, фотография, изобразительное и кулинарное искусство, народные инструменты, художественные ремесла. Игры пройдут с 20 по 24 ноября. Мы, конечно, добавим красок, добавим настроения. И, на мой взгляд, вот сами игры, а особенно их открытие и закрытие, будут еще более зрелищными и еще более запоминающимися. Но вот для нас очень важно именно такой олимпийский принцип участия. Вот у нас будет участвовать более 220 наших ребят из Республики Коми, из 600 участников. И для нас очень важно, что в основном это ребята из села. И такой опыт участия в таких вот международных дельфийских играх, в состязаниях, конечно, у ребят, которые приезжают из глубинки, он является уникальным. Миссия проекта – объединять одаренных молодых людей, раскрывать яркие таланты. А наш регион все больше укореняет право называться местом базирования дельфийских событий в Арктике. На примере Республики Коми мы сегодня показываем, как руководство региона относится бережно, в первую очередь, к своим молодым талантам и к талантам также всей Российской Федерации. 600 человек, но для артистической составляющей это огромнейшее мероприятие, потому что мы четко знаем, что таких мероприятий, которые проводятся в арктической зоне, одно-два такое мероприятие. И вот этот потенциал, о котором я сказал, организационный потенциал самой республики действительно задействован в полном объеме. Представители коренных народов Севера тоже примут участие в играх. Арктику нужно сделать комфортным местом для жизни, учебы и работы. И об этом сегодня говорили на пресс-конференции в Москве. Необходимо обеспечить равные возможности для развития ребят, молодежи, которые проживают в труднодоступных арктических регионах, включая представителей коренных народов, которые ведут кочевой образ жизни. И с учетом этого дельфийские игры являются таким вот важным элементом тех мер, которые реализуются в нашей стране по поддержке творчески одаренных людей и молодежи. Это наш неизменный приоритет. Арктические игры в этом году получили статус открытых, что дает возможность принять в них участие представителям любых территорий, не только арктической зоны. В Коми встретятся молодые таланты в возрасте от 10 до 25 лет. Приедут сборные из 34 субъектов России и из других стран. Золотая медаль победителя игр и даже бронзовая медаль победителя, призера игр у человека, который сегодня относится к элите искусства и культуры нашей страны, висит на самом почетном месте. Я не знаю ни одного из тех, кто победил на дельфийских играх, который бы не гордился этой медалью. В рамках игр пройдет международная конференция, будут организованы творческие и исследовательские специальные проекты. Запланирована обширная культурная программа и тематические экскурсии. Наша республика готова принимать гостей и даже становиться постоянной площадкой молодежных арктических дельфийских игр. Есть вся необходимая инфраструктура, а главное – успешный опыт. Анна Зубарева, Алена Туркина, Роман Боровиков, телеканал Юргана.